Унылая пора, очей очарование. Приятно мне твоя прощальная краса. Приятно-то приятно, но вот солнышка не хватает. Говорят, что уныние – самый тяжкий грех. Поэтому в поисках солнца, радости, тепла, вкуса к жизни я нахожусь в компании «Ягоды Якутии», которая изготавливает продукцию «Кюнь». «Кюнь» означает «солнце». Компания «Ягоды Якутии» совсем юная, но она уже всем известна. Как вы знаете, она любит проводить всякие игры и конкурсы. Оставайтесь вместе со мной до конца передачи. Вас ждет замечательный сюрприз от компании «Ягоды Якутии». За наше короткое лето мы все собираем нашу бруснику. Она очень полезная, и это оценили уже далеко за пределами нашей республики. Недавно заключили контракт с Китаем. Это означает, что ушлые китайцы уже поняли, насколько это все круто. Якутскую бруснику они уже будут покупать, а именно продукцию компании «Ягоды Якутии». Непосредственно весь процесс с самого начала начнем. Здесь у нас идет выдув реформ наших бутылочек. Это будущие бутылки? Это будущие бутылки. Ага. И идет на выдув под давлением, подается давление. И все, вот готовая бутылочка. Она у нас горячая как раз, без всяких дефектов. Вот так вот мы размораживаем в естественных условиях всю нашу ягоду. В естественных условиях в течение где-то 12-16 часов она отходит. Идет процесс оттайки, разморозки. Самопроизвольно. Да. Прессование. Выходит сам ягодный сок. Сюда заливается ягода и в естественных условиях, как бы, да, под давлением, под прессом ягодный сок именно выходит. вот туда стекает, Да, там уже появляется да, уже сироп. Да? Не сироп, ягодный сок. Ага. После этого, когда вся ягода уже отпрессуется, весь сок уйдет, начинается у нас варка сиропа. На этом варочном котле объемом 500 литров. Добавляется вода и сахар. А если идет с добавками сироп, например, с апельсином, с имбирем или с лимоном, все это тоже вот определенно. Режется тоже сколько? Это все натуральное. Это все натуральное. Натуральные апельсины. Да, апельсины. У нас сейчас варится с имбирем. У сиропа и срок годности, конечно, хороший 3 месяца. Его можно хранить, а у морсов, к сожалению, только 2 недели. Все-таки интересно, да? Допустим, если я дома делаю морс, и он у меня стоит 2 дня, он же портится, вкус уже другой, там какая-то вязкость появляется. А у вас нету добавок, вы говорите, как все это хранится? Консерванты совершенно мы в сироп не добавляем. У нас только ягодный сок, сахар и вода в соотношении. И мы не стерилизуем, мы доводим до 70 градусов, чтобы все полезные компоненты все оставалось. Если бы, конечно, срок годности был бы год, то это уже бы о чем-то бы говорило, что мы, конечно, туда начали добавлять какие-то консерванты. Натуральный продукт, он быстро портится. Сейчас как модно пошло же, да, вот, как бы, полезное питание, здоровое питание. И все равно нормальный человек, который хочет питаться хорошо, и чтобы их дети хорошо питались, они видят, что срок годности должен быть... Да, чем меньше срок годности, тем натуральнее. После этого у нас, когда сироп сварился, у нас, мы, как я говорила, уже готовим морс. Это у нас охлаждающие баки на 300 литров. Здесь мы варим морс, заготавливаем. В морс мы добавляем немножко консерванта, но натурального консерванта. Именно сироп Да. не добавляете, а в морс добавляете? Добавляем. Ага. Потому что морс у нас 2 недели срок годности, и мы туда добавляем натуральный консервант, чтобы он эти 2 недели выдержал. Ну, конечно, температурный режим должен всегда соблюдаться, и в магазинах непосредственно. Когда морс приготовится, тоже также живет на нашу линию розлива. Линия у нас полуавтоматическая. Вот сейчас, на данный момент, сироп разливает. Ага, мы сейчас попробуем. Ой, мед местный, расскажите про мед местный, он откуда? Мед, он у нас намский. В этом году очень хорошее лето, вышло жаркое, поэтому вот мы решили медом заняться. Очень хороший мед, он уже у нас выиграл на ярмарке продовольствия 2017 на крестьянском рынке. Была, уже выиграл золото. Ага. То есть мед людям очень понравился.
цена за одну баночку 350 грамм, 450 рублей. Тоже она у нас в баночках наших именных идет, так же, как и варенье в такой же посуде. А в чем преимущество именно вашего меда? Он местный, на Иван-чае. Что такое на Иван-чае? Это кто-то идет, собирает Иван-чай? Нет, это пасеку ставят именно, где вот растет Ага. Иван-чай. Ага. Вот на этих местах и ставят эти улья. Ага. И пчелы оттуда вылетают и А. начинают брать оттуда. Вы создаете Да. для них такие условия, чтобы Да, они да, да, питались да, именно да, да. Иван-чаем? Ага. Так и мед делается. Сейчас вот попробуйте с имбирем. Также есть с корицей, Как раз таки с осенний лимоном, вариант, да, и с апельсином. Вот у них все срок годности тоже у всех 3 месяца, кроме апельсина. Апельсина 1,5 месяца. Прямо Ага. разливается И вот имбирь в основном понравился очень мужчинам. И мне тоже. Да. А апельсин понравился молодежи, а корица в основном женщинам понравилась. Ну и корицу надо лучше пить этот сироп горячим видом. То есть горячей водой залить, не холодной, как обычно, может, да? Она говорит, тогда запах корицы очень сильный, вкусный будет, как бы теплом будет, так как-то зимний вариант немножко. Перед Новым годом он как раз вышел. с улицы домой и... Да. Также у нас вот из наших сиропов делают горячие глинтвейны. На основе вот эти добавляются все наши сиропы, добавляются все специи определенно. Только это, конечно, безалкогольный глинтвейн, и дети тоже могут пить. Очень вкусно, очень нравится. Теплый, согревает, зимой самое то. Первый раз говорю, пробую такой. Ну, очень хороший, очень вкусный. Даже мне с улицы пришла, мне даже тепло стало так, приятное такое. Ну, конечно, брусничка, гвоздички хорошо отдают. Ну, лимончиком чувствуется, да? Ну, очень вкусное даже, приятно пьется. Замечательный вкус, такой довольно-таки оригинальный, пикантный, необычный такой. Хотелось бы узнать его рецепт. В такую холодную погоду очень можно, думаю, им согреться, остаться довольным. Очень замечательный напиток, очень понравился. Ну, видно, что натуральные витамины. Вот самое то в нашу погоду, осень. Сочетание вот якутской ягоды, брусники местной, с сочетанием фруктов. Ну, здесь вот, например, апельсин и даже кедровые орешки есть. Очень вкусно и полезно, я думаю. Нам очень понравился, оригинальный, вкусный и по цвету красивый. Тут и гвоздичка, и брусничка, и какая-то еще что-то. Вот. Согревающий, поднимает настроение. Бодрит, да? Вот бодрит даже очень, потому что с улицы прохладненько мы зашли. Очень довольны и хотелось бы узнать у вас рецепт. Это вот наш мед, вьетнамский мед. В этом году очень хорошее жаркое лето вышло на основе иван-чая. Вот очень вкусный. Такой мед густой, получился. оказывается, да? Цветочный, И натуральный, без всяких он- и добавок. цвет такой не прозрачный, а такой матовый. Матовый, да. Матовый. И у нас вот сейчас появилась на этой неделе линейка варенья. 5 видов варенья. Это вот брусника, голубика, красная смородина, черная смородина. Вот якутские женщины, они сами же занимаются собирательством, это какой-то ритуал определенный, да? А почему я должна покупать ваше варенье, а не там,
у бабушки? Ну вот не у всех портфолио. есть времени. Вот, например, у меня вот сейчас у меня вот тоже А нет можно времени. попробовать? Конечно, можете. Вот, вам какой вот любимый? Я малину хочу попробовать. Давайте мы малину. Да, мне нравится, я хочу еще. А так в это время можно купить в местных продукциях Купавы. Там вот у нас и точках гурме. Хочу сравнить с домашним Домашним вареньем. вареньем, да? Ну, тоже там ягодка. Там тоже ягоды прямо видно. Мгм. Нет, я не буду говорить, что ваше варенье лучше, но оно другое. Какое-то не такое варенье, которое мама делает. Ну, у Прикольное. всех хозяек Ага, у свои всех хозяек свои секреты, как бы. свои фишки, и у вас тоже оказывается. Мне у нас нравится. все по стандартам. Поэтому Это классическая якутская брусника, из которой сделали варенье. Прям так много пробую, потому что нравится. Я предпочитаю брусничный морс с имбирем. Почему? Потому что сейчас осень, пасмурно, как-то хочется приуныть, пострадать. А тут берешь морс с имбирем и с утра или в течение дня он бодрит, он дает вкус к жизни. Это же скунь – это солнце, и тут начинает в тебе жить солнце, и человек начинает светить. И тут такие усы, да? Итак, об условиях конкурса, о котором я говорила ранее. Кодовые слова звучат так. Солнце внутри вас. Вы приходите в фермерский магазин-кафе «Елка» на Лермонтова, 102, ровно в 10:00 или можно чуть позже. Но кто первым прибежит и скажет эти слова, тот и выиграет набор сиропов от компании «Ягоды Якутии».